что такое высшее я или сверхдуша? В разных традициях это по-разному называется. То есть это душа, сверхсознание, которое располагается в высших вибрациях, там 7, 8, 9 измерение. И оно включает в себя весь опыт, который оно наработало за всю свою эволюцию. И чтобы получить какой-то новый опыт, оно выделяет из себя там маленькую частичку, ну, например, 1%. И это называется душа человека. И воплощает ее в физическое воплощение, вот как вот я сейчас здесь стою, да, у меня там какой-то маленький, внутри меня маленькая частичка этой сверхдуши, которая спустила себя для того, чтобы получить опыт. И вот когда я осознаю, что я именно нахожусь в постоянном контакте со своей сверхдушой, и сверхдуша — это тоже я. То есть это я же отправил себя же, только свою маленькую часть, вот в этот мир для того, чтобы что-то новое узнать. Вот если вот это понять, вот эту концепцию, то вообще совершенно становится другое отношение к миру и ко всем ситуациям, которые есть в нашей жизни. То есть жизнь вообще превращается в игру. То есть когда ты понимаешь, что все ситуации, которые вообще возникают в жизни, они созданы для меня, самим же мной из высших измерений. Специально, заранее, перед воплощением я себе запланировал там встретить определенных людей, да, изучить определенные книги. Это не было какой-то, как вот говорят, судьба, там только так. Это основные направления. То есть, в принципе, будущее у нас многовариантно, и мы каждую секунду выбираем, что мы хотим, куда мы хотим двигаться. И вот когда человек вспоминает, что на самом деле это он часть всего, часть вот этой сверхдуши, то вот эта разделенность, которая рождает у него эго, рождает у него все страхи. То есть если я думаю, что я тут живу один сам по себе и ни во что не верю, там я, допустим, атеист, то следствием этого является, конечно, страхи. То есть мне кажется, что то, что возникает в моей жизни, ну, в такой концепции, да, что оно возникает, чтобы мне кто-то хочет там сделать плохо, там, чтобы я страдал. Там. Ну, на самом деле, если ты понимаешь, что это все было запланировано, то каждую ситуацию можно пройти как через боль, и также эту ситуацию можно пройти через опыт, через радость. Не обязательно, да, грубо говоря, засовывать руку в костер, да, чтобы понять, что он сожгет твою руку. Да, то есть иногда достаточно просто об этом знать, иногда достаточно посмотреть, там, как другой человек это делает. Но можно, конечно, если есть такое желание, можно и в костры шагать, можно и с окон прыгать. То есть весь набор вот этих негатива, который есть у людей, он вообще решается одним простым знанием, что все сделано на благо тебе же самому и создано тобой же, самим же собой. Если это понять, то все остальные следствия, войны, насилие, разрушения, да, они все отпадут сразу. То есть это как вот две руки, например, да, вот у меня две руки. В принципе, там живые клеточки, да, вот в каждой руке. Это тоже свои сознания, но они же живые. И вот когда я по одной руке там бью второй рукой, да, в принципе, она не знает о существовании второй руки, и она думает, что это вот у нее какая-то беда пришла, и вот ее бьют там, да, вот. Если она не понимает, что мы цельный организм, да. А если я это делаю для того, чтобы там комара согнать, допустим, или там, чтобы что-то стряхнуть, то уже будет совершенно другое отношение. Она будет понимать цельный замысел, будет понимать, зачем это все, и не будет этих ни страхов, она не будет бояться, ой, мне больно, а сколько меня еще будут бить, а зачем меня бьют, да, зачем это все, когда это кончится. Она понимает, что сейчас пыль стряхнем, и все. Это если есть связь с общим центром управления, понимаете, это очень хорошая аналогия такая. И вот как мы управляем своими руками здесь, всеми своими органами, также и наша сверхдуша управляет нами. Вот мы даем команду руке, да, рука поднимись, рука пошла подниматься. То есть она же не думает о том, что я тут одна живу, сейчас я, что-то тут у меня какие-то мысли неправильные подняться, нахрена мне это надо? Она берет и делает, потому что у нее нет этого внутреннего диалога, и нет этих сомнений, нет веры в разделенность, вот у руки конкретно. У сердца, там, у почек, нету у них этого, да, что, а зачем мне это делать, а что мне это даст, а сколько я денег на этом заработаю? Потому что у них нет вот этой концепции, которая у нас есть в
человеческих умах, которая внедрена нам, да, чтобы нас разделить. Разделить нас здесь с нашими сверхсознаниями, да. И от этого вообще все проблемы. Если бы мы делали то, что мы чувствуем, что нам нужно делать, да, то есть научились себя слушать, как рука слушается меня, то у нас не будет ни страданий, ни болей, ничего такого.